Гордость российского вооружения. Самоходная 203-мм 2С7 «Малка» предназначена для уничтожения тылов и долговременных оборонительных сооружений. Дальность стрельбы почти 38 километров. Новейшие разработки, самая современная техника и вооружение, грозные боевые машины. Все это представлено на военно-техническом форуме «Армия-2020». Можно не только смотреть, а даже заглянуть вовнутрь и представить себя настоящим танкистом. Включаем массу, восстанавливаем ручной газ. Здесь объясняют, рассказывают и гордятся мощью российской армии. После этой экскурсии ребята точно заинтересовались военным делом. Мне очень сильно понравился минометчик. А кем ты хочешь стать в будущем? Танкистом. Зангolышқа жаңағы бар кейт біздің бір сөз БТР жаңа қоздатсың. Халқа баргене ханяцун с боевой техник танц барген жоо гектер хосайтацун и танк чага жоо гектер хосайтацун. Проверенные временем образцы техники, десятки экспонатов от гаубицы, Тигра, Искандера до Тюльпана. Боевой цветок – самый мощный миномет в мире. Тюльпан способен уничтожить практически любое укрепление. Сегодня ему нет аналогов на планете. Еще одна гордость – самоходная гаубица. Массой она 42 тонны. Экипаж составляет 5 человек. Командир орудия, наводчик, механик-водитель, заряжающий. То есть это 2 заряжающих, снарядный и зарядный. И 2 номера расчета, работающие с грунта. Также, которые подают снаряд и заряд. Военно-технический форум – это площадка для будущих призывников. Здесь они могут познакомиться с военным бытом, отведать солдатской каши, посидеть за рулем миномета, рассмотреть в деталях винтовку и, главное, понимать, чего ждать от службы в армии. Разрешите от имени главы республики Ингушетии Махмуда Али Макшариповича Калиматова и от правительства сердечно приветствовать личный состав бригады и гостей сегодняшнего мероприятия. Мы рады приветствовать вас на уникальном событии в масштабах Вооруженных сил Российской Федерации на 6-м международном военно-техническом форуме «Армия-2020». В это непростое время оборонный комплекс Российской Федерации в очередной раз готов показать на 70 площадках по всей стране всю мощь вооруженных сил и дать каждому желающему воочию убедиться в несокрушимости нашей армии. Данный форум, я считаю, с точки зрения нашего министерства, это хорошая стезя для военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания подрастающей молодежи. Хочу поблагодарить командование бригады за предоставленную возможность участия в данном мероприятии и поздравить всех присутствующих с открытием форума 2020. После открытия форума и официальной части почетные гости отправляются на экскурсию, ведь такое увидишь не каждый день. Также по приглашению командования артиллерийской бригады Минобороны в форуме принимает участие Управление Росгвардии по Ингушетии. Представлены образцы техники и вооружения, которые находятся в распоряжении мобильного отряда особого назначения. Чуть больше Ярыгин и убойные силы, скорости 700. А рядом легендарные модели гранатометов. Называется гранатомет весом 31 килограмм. Дальность 1700 метров, а максимальная дальность 2100. Рассчитана на 2-3 человека. Демонстрируют будущим защитникам Отечества и технику рукопашного боя. Тем временем на привале уже затопили печку. Время солдатского обеда. Отведать армейскую кашу хотят все. Готовят ее служащие срочники по неизменному традиционному рецепту. Побольше тушенки. Побольше тушенка, да. Гречка там, как да, мясо. Форум «Армия-2020» проходит по всей стране. В регионе он продлится еще 2 дня. Если сегодня в числе гостей не так много призывников, то позже в часть прибудут курсанты Горского кадетского корпуса и остальные будущие новобранцы. Впрочем, принять участие могут все желающие и стать ближе к армейской жизни. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.